Здравствуйте! В эфире Костеев онлайн или виртуальные экскурсии по залу Костеева. Период 20-го столетия совпал с началом эпохи модернизма и его логического продолжения под названием поставангард, в котором мы пребываем по сей день. В это столетие история искусства пополнилась почти 3 десятками измов. Абстракционизм, футуризм, кубизм, пуризм, сюрреализм, фавизм, ну и так далее. А вот о таком явлении, как аттрактивизм, вряд ли слышали многие. Дословно с латинского «attractio» обозначает влечение к истине. Этот термин был введен в современное нам искусство казахстанским художником Сакеном Гумаровым на своей собственной персональной выставке в Киеве. Это случилось в 1991, а через 4 года Сакен Нажмединович ушел из жизни. Полагаем, в те самые миры, о которых так часто размышлял в своих картинах. Ушел в мир, населенный его бестиариями, ушел в свое астральное. Именно так называл он серии, а точнее циклы своих самых загадочных работ, в которых действительно закодирована память предпрошлого. А самим картинам давал такие имена: «Сталактитовый пра-пра-пра» или «Пространство дождя», или вот «Голубой пес, лающий на созвездие». Когда Сакен Гумаров писал эти картины, в краску подмешивал песок уральских пустынь, родом из которых был сам. И цвет здесь форсирующий, сюжеты же на самом деле принуждают интенсивнее работать воображение зрителя. Сакен Гумаров был и остается неординарным феноменом в истории отечественного искусства. Человек-энциклопедия, обладавший рядом талантов, он считается одним из самых неразгаданных художников 20-го столетия. Он был одновременно актером и театральным режиссером, журналистом и режиссером первых эфиров уральского телевидения. А самое ценное в том, что Сакен Гумаров был художником. Он учился в Ленинграде в мастерской Павла Филонова и поэтому априори имел интересы в направлении аналитического искусства. К слову, не так давно одна из картин Филонова на аукционе Кристи ушла с молотка за 1 миллион 800 тысяч долларов. Ну, это, разумеется, другая история, а мы хотели вам рассказать сегодня о том, что в музее Костеева с 6 марта этого года продолжается персональная выставка Сакена Гумарова под названием «Млечный путь». К сожалению, увидеть сейчас эту выставку в оригинале не представляется возможным, но зато мы имеем возможность смотреть на его произведения в нашей виртуальной экскурсии. Экспонатами этой выставки стали произведения из 3 крупнейших частных коллекций. И увидеть в оригинале эти работы мы сможем сразу, как только музей Костеева вновь откроет свои двери для посетителей. А сейчас прощаемся с вами ненадолго, и уже завтра на всех каналах музея Костеева можно увидеть продолжение нашего цикла «Виртуальные экскурсии».